Селям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим самые актуальные новости, которые появились сегодня в информационной украинской и международной повестке. Начнем с новостей из временно оккупированного Крыма, о которых нам расскажет наш журналист Роман Спиридонов. Он с нами на прямой связи из Ньюзрума. Рома, привет, мы слушаем тебя. О чем планируете говорить в вечерних выпусках «Заман»? Привет, Гульсум. Подготовка к выпуску новостей сейчас в самом разгаре, но вот уже есть новости, о которых я могу поделиться с тобой, с нашими зрителями. В оккупационные силовики в Крыму начали очередное преследование имамов. Так, Аблякима Галиева, имама Таракташской мечети, что в селе Дачное под Судаком, обвиняют в незаконной миссионерской деятельности. Против него возбудили административное дело. Сам Галиев на допросе сообщил, что с 2019 года проводит обряды, но не является членом духовного управления мусульман Крыма, впрочем, как и любой другой религиозной организации. А с обвинениями в незаконной миссионерской деятельности не согласен. Ранее оккупационные суды в Крыму по таким же обвинениям оштрафовали как минимум еще 5 имамов. И вот правозащитники считают, что эти административные дела связаны с системным давлением на неподконтрольные духовному управлению мусульман Крыма автономные религиозные общины. Ведь, как известно, что многие такие административные дела возбуждались по жалобам, которые направляло духовное управление мусульман Крыма, всевозможные станции. Так вот, например, в Судаке, как раз по мечети, где служил Галиев, была жалоба в Крымэнерго, якобы с просьбой о том, что там нужно отключить электричество, потому что духовное управление там не проводит никакие службы. У нас, видимо, какие-то технические неполадки. Роман Спиридонов был с нами на прямой связи, журналист из Ньюзрума. Смотрите, не пропустите вечерние выпуски «Замана» в 19:00 на украинском языке с Урьянесей Тумеровой и в 21:00 на крымско-татарском языке с Шевкетом Наматулаевым. Присоединяйтесь к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +380 73 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться через программу Skype atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Ну а мы начнем с самых актуальных новостей. Соединенные Штаты Америки готовы к сотрудничеству для создания крымской платформы. Об этом стало известно из сообщения украинского Министерства иностранных дел после встречи заместителя министерства Эмине Джепар с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квін. Вот что там написано в сообщении Министерства иностранных дел. Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін висловила готовність співпрацювати з Україною та наголосила, що позиція США закріплена у декларації щодо Криму, яка була оприлюднена державним секретарем Майком Помпео, залишається твердою та незмінною. Крим є частиною України, і США ніколи не визнають спроби Росії його анексувати. С нами сейчас на прямой связи Георгий Лагвинский, вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, адвокат, правозащитник. Пане Георгію, вітаю вас. Так, доброго дня. Доброго дня. Ну что ж, недавно президент Украины Владимир Зеленский инициировал создание международной платформы по деоккупации Крыма. И сейчас вот мы слышим заявление от Министерства иностранных дел, где говорится, что Соединенные Штаты готовы принимать участие в создании этой платформы. А насколько серьезную роль может занимать США в платформе по деоккупации полуострова? Я думаю, что это очень серьезный шаг. Он имеет большие перспективы. В частности, мне кажется, что разговор в дипломатической форме с Российской Федерацией не всегда дает свои позитивные результаты. Однако они очень хорошо понимают язык обязательств, силы и формы, которая все-таки их заставляет вести себя правильным образом в соответствии с международными нормами. Один из таких языков, который они понимают, это удар по рублю. В прямом и переносном смысле этого слова. Соединенные Штаты, они это мировой игрок, и они имеют большие формы влияния на Российскую Федерацию.
такие как, чтобы вы понимали, что все доллары США, которые находятся в российских банках, на самом деле находятся на корсчетах российских банков в Соединенных Штатах Америки. Соответственно, они могут быть и заморожены, они могут быть и переданы пострадавшим от аннексии Крыма и оккупации других наших территорий. Это лишь один из примеров, а дальше можно говорить и система SWIFT, и международные санкции, и т.д. и т.п. Поэтому я думаю, что то, что Украина начала подобный диалог, является очень важной, нужной Мгм. формой, которую нужно поддерживать и продолжать работу в этом направлении. То есть правильно ли я понимаю, что в рамках платформы по деоккупации Крыма страны-участницы могут разрабатывать механизмы давления на Российскую Федерацию, в том числе и в виде санкций? Смотрите, ну, главный же вопрос в этом процессе является, какая цель платформы и с чем, что мы можем достичь указанными действиями. В частности, цель платформы встретиться и поставить некий порядок деоккупации, когда должны отдать территорию, когда должны выехать. Или другая сторона это не принимает. Если она не принимает, то в случае невыполнения соответствующих действий будут такие-то, такие-то последствия. Вот в том числе, где из последствий в случае невыполнения будут санкции и другие ограничения. Но мы же понимаем, что Российская Федерация принимать участие в данной платформе не будет, хоть и в Министерстве иностранных дел Украины сказали, что пригласят Российскую Федерацию, там говорят, что тема Крыма для них закрыта. Как без участия России тогда можно разрабатывать дорожную карту по деоккупации полуострова? А смотрите, то, что Россия будет пытаться любыми методами, способами игнорировать эту платформу, как любую другую площадку для диалога по вопросу деоккупации Крыма, нам это известно. Мгм. Но Россия является участником других договоров и других отношений с теми же Соединенными Штатами Америки, с той же Турцией, с Европейским Союзом. И там они обязаны регулировать эти процессы. Поэтому с результатом того, что Россия не участвует в этом процессе, не проявляя желания восстанавливать нарушенные права, это будет влиять на другие договора, где она, да, будет присутствовать. Такие как банковские реквизиты, как я говорил, такие как договора о вооружении, договора поставки товаров, свободные экономические зоны. И дальше это тысячи разных взаимоотношений и международных конвенций, договоров, где она, да, обязана будет участвовать. Мгм. А какие еще вопросы может решать международная платформа, по-вашему? И в каком формате она будет эффективной? Потому что у нас есть вот нормандский формат, да, там ограниченное количество участников. И вот сейчас заговорили о платформе по Крыму. Это должна быть более широкая какая-то платформа или же все-таки тоже с ограниченным количеством участников? К примеру, даже участники, подписанты Будапештского меморандума, например. Ну, я думаю, что она в первую очередь должна быть эффективной. Да? Мгм. Я не верю в большие платформы, в которых есть много мнений, и принимаются какие-то однозначные решения. Я все-таки лицо, которое считает, что здесь нужно находить более эффективный метод для того, чтобы понимать в случае, как дорожная карта. Пошли вправо — такие последствия, пошли влево — такие-то последствия. Как это должно работать? Безусловно, у нас есть Министерство иностранных дел с очень грамотным министром. Это министр иностранных дел господин Кулеба, он бывший посол, представитель Украины в Страсбурге, который хорошо знает, что такое санкции и порядок проведения. Точно так же первый замминистра МНС Жепар, которая сильно воюет за интересы Крыма. Поэтому я уверен, что они найдут формат и технологию проведения этих переговоров. Мгм. Единственный вопрос, что мы должны знать, какая цель и как мы ее достигаем. Это очень важно. Вот когда мы говорим про санкции, мы видим, как Запад, европейские страны ежегодно, каждые полгода голосуют за пролонгацию ныне существующих санкций в отношении России. Мы уже много говорим о том, что эти санкции нужно ужесточать, потому что на территории временно оккупированного Крыма репрессии продолжаются и в более жестком формате они продолжаются. Вот как нам нужно разговаривать с нашими западными партнерами, чтобы ныне существующие санкции были ужесточены и были более эффективными в результате? Ну, давайте разделим этот вопрос на две составляющие. Нет такого, так сказать, такой таблички, у кого-то написано, он западный партнер. Это наши друзья, иногда враги, иногда лица, которые ведут нейтральное положение.
Поэтому с каждым нужно подбирать свой язык. Мгм. Это может быть до языка со словами огромное спасибо за то, что вы делаете, до языка, которым напомню, что существует Будапештский меморандум, и у нас есть определенные гарантии определенных стран, которые обязаны защитить нас в случае нашей агрессии. Теперь, когда мы говорим об объеме санкций. Пролонгация санкций идет, но я не могу сказать, что они настолько эффективны. Почему? Потому что существует очень много других методов влияния на Российскую Федерацию, которые Европа не хочет использовать по разным причинам. Версии, которые я слышал от западных партнеров, в том числе, что, вы понимаете, Россия — это как ядерная мина посреди Европы, ее нужно разминировать, а не взорвать. Никто не хочет Третьей мировой войны. Кто-то видит в России торгового партнера. Кто-то, и это самое чаще всего распространенная ошибка, что европейцы считают, что их это не коснется. То есть ситуация в Грузии — это локальная проблема Грузии. Ситуация в Украине — это локальная ситуация в Украине. Их это не коснется. Это не их проблема, это наша проблема. Да? И в таком случае они хотят оставить определенные взаимоотношения и не заниматься решением чужих проблем, у них есть свои. И вот это вот ошибка, которая нужно профессионально менять акценты. Что, дорогие Мгм. друзья, это мы, украинцы, защищаем Европу, европейские ценности на границе с Российской Федерацией. Мы защищаем Европу. Если по договору должны были делать вы, и ваши дети должны были служить на этой границе, то если вы это не делаете, вы хотя бы должны обеспечить определенный пакет нашей защиты, развития нашей страны, санкции в отношении Российской Федерации, четкие термины, агрессор, четкие термины завладения территорией и последствия. Почему? Потому что это ваша проблема, это европейская проблема, это мировая проблема, а не проблема крымских татар или украинцев, которые находятся на оккупированной территории. Ну, с другой стороны, мне кажется, важно понимать, что каждая страна преследует свои интересы, да, интересы своего народа, торгово-экономические интересы своей страны, международная политическая поддержка для нас, она, безусловно, важна, но мы ведь понимаем, что ни Европа, ни Соединенные Штаты за нас нашу территорию возвращать не будут. Никто не будет из костра за нас таскать каштаны. Вот как вы считаете, достаточно ли сегодня мы используем те механизмы и рычаги, которые есть у нас в борьбе за свое восстановление территориальной целостности нашей страны? Вот видите, вы сейчас опять пошли по определенной логике. Во-первых, я не согласен с вашими тезисами, что Европа это делать не должна. А я В не моем говорю, что понимании, она не должна это делать. Я говорю о том, что достаточно ли мы делаем тоже. Понятно, Европа это преследует был свои второй вопрос. интересы. Ага. Это был второй. Первое. Опять же, с логикой, которую я вам говорю. Если Европа действительно чувствует, что это ее проблема, она должна решать эту проблему. Как, например, экстремизм внутри Европы. Они решают эту проблему, потому что она касается жителей своих граждан. Точно так же у нас есть экстремист на границе Европы, который пойдет дальше. Кто Мгм. будет следующий после Украины? А Украина тоже далеко не первый конфликт, который с участием Российской Федерации. Это и Молдова, и Грузия, и Украина, и Азербайджан, Армения, где основным бенефициаром находится Российская Федерация. Поэтому, как только Европа понимает, что следующий будет Латвия, Литва, Польша, может быть, даже более дальние страны, в эту секунду мы прекрасно начинаем понимать, что все-таки это европейская проблема. И как только они начинают понимать, тогда они должны и будут. Это первая задача стратегического подхода. Вторая вещь. Делаем ли мы достаточно? Наверняка мы не делаем достаточно. Для этого есть объективные и необъективные причины. Да? Если бы стоял вопрос, что бы мы могли сделать, мне кажется, что уголовно-правовым характером мы должны были сделать гораздо больше, Мгм. потому что в моем понимании лица, которые нарушают права наших граждан за владение нашей территорией, это преступники, они должны были отвечать по закону. Это раз. Два, мне кажется, что недостаточно идет работа внутри самой страны. То есть одно из самых страшных и важных оружий — это патриотизм. Вот мне кажется, что этот патриотизм, который сохранил Украину в 2014 году, вот это оружие мы потихонечку теряем. У него бы есть свои негативные последствия и свои стороны, но мы теряем, потому что люди потихонечку тоже начинают задумываться, что, может быть, это не наша проблема. А если это не украинская проблема или не проблема каждого гражданина, он не связан с тем, что цена на рынке такая, потому что мы должны содержать армию.
Мы не можем построить еще условно какое-то благо для человека или повысить пенсию, потому что есть агрессор, который заинтересован в экономическом падении нашей страны. И вот эта проблема, мне кажется, тоже не доносится до граждан так, как чтобы люди чувствовали, что это напали на каждого гражданина Украины. И у каждого человека это касается, и их детей, их родителей, и жизнь зависит от решения этого конфликта. Вот возвращаясь к первой части вашего месседжа, недавно Дональд Туск сказал, что без Украины не может быть Европы. Говорит ли это о том, что действительно вот это понимание, о котором вы говорили выше, уже к европейцам приходит, и что амбиции Российской Федерации, это далеко не просто Украина, уже начинают понимать? Но вот как раз тут наверное, правильно процитирую эту фразу, когда я сказал, что друзья бывают разные, и европейцы бывают разные. Мгм. Дональд Туск имеет прямое отношение к Европейской народной партии, вице-президентом которой я являлся в Совете Европы. И Европейская народная партия тоже не во всех своих представителей, но очень жестко всегда защищает интересы Украины. А Дональд Туск, в частности, однократно говорит, что украинцев даже часто стоит поучиться, что такое быть европейцем. Поэтому это как раз наш друг, и он всегда брал четкую риторику защиты наших интересов. Но есть и другие формулировки, есть и другие ситуации. Например, можем посмотреть, что происходит в той же самой Германии с газовой трубой, да, где вопрос стоит исключительно бизнеса. И когда мы говорим, подождите секундочку, давайте определимся. Украина, с одной стороны, вы хотите помогать Украине, но с другой стороны, вы нас поставите в очень тяжелую ситуацию, когда будет фактически деньги не пойдут в бюджет Украины, и пойдут в ваш бюджет. Вы продаете какой-то интерес, и это геополитический и финансовый. Но у нас на special just business. То есть разные ситуации, есть разные высказывания разных политиков, которые мы слышим, в том числе и тех, которые говорят, что Крым — это та проблема, которая уже не подлежит под вопрос рассмотрения. Да? Я думаю, что наша грамотная работа может сделать больше наших друзей и меньше врагов. Но главное эту работу делать. Дуже дякую вам. Немає значення. Георгий Лагвинский, віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи, адвокат, правозахисник, був з нами на прямому зв'язку. Ситуация с наполнением водохранилищ Крыма продолжает оставаться критической. Из-за отсутствия осадков и засухи воды в большинстве водоемов осталось меньше половины. Так, Аянское водохранилище естественного стока, расположенное в южной части Симферопольского района, в настоящее время заполнено менее чем на треть при объеме в 3,9 миллионов кубометров. Аналогичная ситуация наблюдается и в Изобильнинском водохранилище под Алуштой. За месяц оно уменьшилось почти на 1 миллион кубометров. Сейчас здесь воды меньше половины, а при объеме 13-25 миллионов кубических метров. Это водохранилище считается самым глубоким в Крыму. Максимальная глубина составляет 70 метров. Также пересохла река Улуозеня, которая впадает в Изобильнинское водохранилище. Из-за продолжающегося дефицита воды в Крыму восстанавливать горячее водоснабжение не планируется, как сообщают оккупационные власти. А вот оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов вчера на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения заявил, вот что он сказал. Подавати гарячу воду немає можливості з міркувань економії. Були звернення з приводу того, щоб у вихідні дні зробити окремий графік, але немає технічної можливості для цього. В Министерстве иностранных дел Украины утверждают, что разговоры российского руководства с представителями европейских западных организаций относительно ситуации с водой в аннексированном Крыму не смогут изменить правовой статус полуострова. Давайте послушаем сообщение Министерства иностранных дел Украины. Ніякі російські зусилля не змінюють правової реальності. Згідно з міжнародним гуманітарним правом, Росія як держава-окупант несе відповідальність за окуповані території і повинна забезпечити населення всім необхідним. Так само відверто пропагандистські операції Кремля не можуть змінити правового статусу Криму як невід'ємної складової території України в межах міжнародно визнаних кордонів. Дотримання політики невизнання є одним з обов'язків не тільки держав, але і міжнародних організацій. С нами сейчас на прямой связи Денис Савченко, правозащитник, аналитик Крымсос. Пане Денису, вітаю вас. Добрий вечір.
Добрый вечер. Насколько, по вашим данным, сегодня действительно складывается критическая ситуация с водой на территории оккупированного Крыма? И судя по той информации, которая у нас есть, как будет действовать оккупант, как будет решать эту проблему, по-вашему? Проблема действительно существует, но она в основном заключается в том, что у Российской Федерации, соответственно, у оккупационной власти нет возможности содержать огромное количество военных, которые находятся на территории полуострова на данный момент, а также тех представителей силовых структур и других институций, которые, собственно, были завезены в рамках замещения коренного населения, которое началось с 2014 года. Также страдает очень сильно промышленность. Если же говорить о настроениях и о том, что рассказывают люди, которые проживают в Крыму, очень важно, что мы не слышим конкретного запроса и конкретного требования о помощи со стороны жителей Крыма. Пока эта вся коммуникация проводится исключительно оккупационной властью и поддерживается Кремлем для того, чтобы создать определенное напряжение, для того, чтобы разбалансировать ситуацию, связанную с Крымом, связанную с Украиной, на разных площадках международных. Ну да, они же неспроста, наверное, апеллируют к международным структурам, таким как ООН. В ПАСЕ пытаются поднимать эти вопросы, как нам заявляли представители украинской делегации в этой организации. Вот насколько состоятельны их обвинения в отношении Украины, что якобы вот мы нарушаем какие-то международные договоренности? Нет, конечно же нет. Это не имеет абсолютно никакого основания. Я в данном случае поддерживаю те слова, те месседжи, которые проговаривают представители Министерства иностранных дел, те месседжи, которые проговаривают представители других органов государственной власти, представителей дипломатических структур со стороны Украины, о том, что 4-я Женевская конвенция четко проговаривает о том, что обеспечение базовых потребностей мирного населения на оккупированной территории — это обязанность государства-оккупанта, а не государства, территории которого были оккупированы. И, соответственно, мы больше говорим о манипуляциях со стороны Российской Федерации, что наиболее неприятное в данной ситуации — это то, что Россия в очередной раз использует мирное население для своих манипуляций. Мы видели это во время боевых действий, когда фактически российские военные прикрываются мирными жителями. Здесь же та же самая тактика переходит в плоскость дипломатическую, когда для обеспечения собственной инфраструктуры и интересов россияне используют мирное население. Помимо воды в Крыму, катастрофическая складывается ситуация с пандемией коронавируса на полуострове, которая свирепствует. В Меджлисе крымско-татарского народа призвали специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине и мониторинговую миссию ООН по правам человека посетить аннексированный Крым из-за катастрофической эпидемиологической ситуации, вызванной высоким темпом роста заболеваемости COVID-19. Вот что говорят в Меджлисе. Російська окупаційна влада Криму приховує від громадськості і міжнародних організацій об'єктивну картину захворюваності та смертності внаслідок COVID-19. Медичному персоналу лікарень суворо наказано вказувати в документах померлих причиною смерті одну з супутніх хвороб пацієнта без вказівки на COVID-19. Засекречена і інформація про епідеміологічну ситуацію в місцях позбавлення волі і про стан здоров'я незаконно утримуваних в них кримських політв'язнів. Какова вероятность того, что представители этих мониторинговых миссий, этих международных структур посетят аннексированный Крым? На данный момент эта вероятность максимально малая, потому что международные организации, в частности, если мы говорим об ОБСЕ, об Организации Объединенных Наций, о других структурах, которые могут проводить мониторинг ситуации как гуманитарной, так и с правами человека, они могут посетить оккупированные территории только если получат соответствующее разрешение со стороны Российской Федерации. А Российская Федерация, государство-оккупант, занимает позицию отрицательную
разрешания каких-либо проблем, используют определенные вопросы только исключительно для того, чтобы продвигать свои интересы. Соответственно, такая возможность на данный момент отсутствует. Для того, чтобы приблизить возможность существования какой-либо тематической мониторинговой миссии или на чем мы больше, конечно же, настаиваем, это постоянная мониторинговая миссия, которая бы следила за гуманитарными вопросами и за вопросами прав человека. Для того, чтобы это произошло, но должен начаться диалог с Российской Федерацией, и она должна быть активным участником. Сейчас Российская Федерация отказывается об этом говорить. Дуже дякую. Денис Савченко, аналитик Крымсос, был с нами на прямой связи. Ну а мы переходим к следующей теме, к местным выборам в Украине. Как известно, в воскресенье 25 октября в Украине прошли местные выборы. Украинцы выбирали депутатов областных, районных, сельских советов, а также поселковых, сельских и городских глав. Утром 25 октября в Украине своевременно открылись абсолютное большинство из более чем 29 тысяч участков. Опоздавшие позже продолжали работу в штатном режиме. Явка на момент закрытия избирательных участков составила 37% по данным Центральной избирательной комиссии. Точной даты проведения второго тура на местных выборах пока нет, а в различных регионах второй тур может пройти в разные даты. Об этом на брифинге сообщила координатор гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская. Вот что она сказала. Законодавство визначає, що результати встановлюються не пізніше, ніж на 12-й день після дня голосування. А повторне голосування організовується протягом 3 тижнів. Тому точної дати другого туру повторного голосування немає. Олексій Гарань, політолог, професор Києво-Могилянської академії, науковий директор Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Олексію, селям алейкум, вітаю вас. Алейкум ассалям. Насколько ожидаемыми были для вас предварительные результаты местных выборов? Ну, дивіться, результати дуже різні по всій країні. Очевидно, що все передбачити було важко, тим більше я перебуваю в Києві, я не завжди все знаю, що відбувається на місцях, але в цілому я б сказав, що ці результати були доволі передбачуваними і вони підтверджувалися різними опитуваннями, які проводили різні структури, в тому числі і Фонд демократичної ініціативи. Тобто для нас було зрозуміло, що на виборах значного успіху досягнуть місцеві партії, різні місцеві партії, і було зрозуміло, що «Слуга народу» втратить, так, що він не зможе повторити результати парламентських виборів 2019 року. Ну, питання було в тому, де і наскільки. Але в цілому ці дві тенденції, вони були передбачуваними. Звичайно, на місцях результати різняться, вони є конкретними. Ми не знаємо, скажімо, там, всіх остаточних моментів, підрахунок ще триває. Ми навіть в Києві не знаємо, чи буде другий тур виборів чи ні. Тому що екзит-пол показав, що начебто Кличко не добирає 50%, але зараз іде підрахунок голосів продовжується, а в разі другого туру ми не знаємо також, хто конкретно буде суперником Кличка, тому що екзит-поли мають похибку, ну десь там, скажімо, 1,5%, і в межах цієї похибки одразу 3 людей претендують на те, щоб отримати друге місце. Экзит-полы показали, что президент Украины Владимир Зеленский потерпел неудачу на воскресных выборах, в то время как его пророссийские и проевропейские соперники лидируют в большинстве крупных городов страны. Об этом сообщает France-24. Вот что там говорят. Давайте вместе послушаем. У 9 великих містах та обласних центрах країни, де проводилися вибори, жоден кандидат від президентської партії не був обраний мером, навіть в рідному місті Зеленського. Його партія «Слуга народу» перемогла на виборах в місцеві ради у 2 великих містах центральної України, але в 7 інших партія найчастіше займала 3-е чи 4-те місце згідно з результатами 2 опитувань. В статье «Атлантик Консул» о местных выборах в Украине написали тоже однозначно. Там сказали, что сказка для Зеленского закончена. Мало того, там прогнозируют еще и большие проблемы для монобольшинства в парламенте. Давайте вместе посмотрим на это сообщение.
У будь-якому випадку ці результати місцевих виборів, схоже, підтвердили, що в Україні більше немає бази для чинної парламентської більшості. Дійсно, в найближчі місяці може навіть виявитися проблематичним голосування більшості з окремих голосувань. Найочевиднішим рішенням буде відсторонення чинної влади та розпуск парламенту, що може бути здійснено за допомогою ряду альтернативних процедур. Насколько вы оцениваете серьезным провал «Слуги народа» на местных выборах? Ну, дивіться, знову ж таки, давайте все-таки ми дочекаємося остаточних результатів. Але, безумовно, це серйозні втрати, які понесла «Слуга народу». І, знову ж таки, це було передбачувано, тому що ми аналізували рейтинг популярності «Слуг народу». Він постійно падав по країні. А якщо говорити по окремих регіонах і окремих містах, то там ситуація була ще драматичніша. А с чем это связано? Слугам народа стали меньше доверять? Ну, ваша відповідь очевидна, що Зеленський він не виконав своїх обіцянок, і Зеленський продовжує лишатися найпопулярнішим політиком в Україні. Це правда. Але його рейтинг теж впав. А порівняно з його рейтингом, рейтинг партії, він впав ще більше. Ну от я вам скажу, що, наприклад, давайте згадаємо, що на виборах 2019 року «Слуги народу» за партійними списками отримали 43% голосів, а опитування показували, що по країні це буде десь в межах там 20%, 20% плюс. Але я що хотів би сказати от з приводу того, що сказав Аслан з Atlantic Council. Значить, дивіться, дійсно це ускладнить ситуацію для позиції Зеленського, в тому числі у парламенті. Хоча прямого зв'язку немає, так? Тобто в парламенті він начебто має більшість, але очевидно, що в його фракції уже зараз ідуть різні підводні течії. Знову ж таки, вони прогнозувалися аналітиками. Ми бачимо, яка ця фракція неоднорідна, і відчувається, що влада втрачає свої позиції. В той же час зараз почалися розмови про дострокові вибори. А чекайте, ну а звідки легальний механізм для розпуску парламенту? Ну, його немає. Так? Тобто це не в інтересах. У Зеленського більшість є. Так, вона іноді не досягає 226 голосів для прийняття конкретних рішень, але ця більшість у нього зберігається. За Конституцією це право президента розпускати чи не розпускати парламент. І тому я, чесно кажучи, не думаю, що влада на це збирається іти. Звичайно, існує таке поняття, як тиск вулиці, тобто, можливо, якісь події, які можуть запустити ланцюгову реакцію, і ці події можуть бути різні. Це можуть бути економічні події, це може бути ситуація з коронавірусом, це можуть бути події на Донбасі, які призведуть до якихось маніфестацій, до тиску на парламент і на уряд. Але ще раз, з формальної точки зору, Зеленський цілком може не розпускати парламент. Тому ця можливість гіпотетична вона є, але я не думаю, що вона зараз стоїть на порядку денному. Если верить предварительным результатам экзит-полам, по местным выборам мы видим, как, если не усиление, то закрепление пророссийских партий. Вот как быть с этим? Несет ли это угрозу нашей национальной безопасности? Насколько серьезную? Звичайно, не все, але що б я хотів сказати, і дійсно мене турбує ситуація, коли ОПЗЖ там отримує більшість в ряді там місцевих рад, але там еще есть партия Шария, да, из пророссийских? І партія Шарія є, але ми маємо розуміти, що порівняно з 2014 роком все одно ситуація змінилася. Дивіться, до 2014 року Схід і Південь, вони перебували під тотальним контролем партії регіонів. Зараз,
Тобто вона мала повну монополію на владу. Зараз ця ситуація ускладнилася, тому що нема єдності і в стані проросійських сил. І крім того, давайте не забувати, що на базі партії регіонів, на її базі виникло кілька структур. Це з одного боку ОПЗЖ, з іншого боку це є опозиційний блок Ахметова, є так звані мерські партії локальні, є партії мерів, є там Наш край подекуди. Тобто ситуація вона стала більш такою, більш плюралістичною, різнокольоровою. Ну, дивіться, я наведу це на прикладі, наприклад, Одеса і Харків. Перемогли одіозні, або перемагаються одіозні мери, так? Тобто в Харкові це Кернес, в Одесі в другий тур з перевагою виходить Труханов, а його опонентом є представник ОПЗЖ. Так? Тобто це достатньо одіозні люди, але це не ОПЗЖ. Тобто у них теж іде внутрішня гризня. В Маріуполі переміг нинішній мер, який є ставленником Ахметова, а не ОПЗЖ. Так? Опозиційний, тобто це так званий опозиційний блок. Значить, знову ж таки, ця сила одіозна, але вона не займає таких крайніх позицій, як ОПЗЖ. Тому з одного боку, да, є така тенденція до успіхів ОПЗЖ, але знову ж таки це не, вона не матиме, скажімо, там абсолютного контролю в регіонах. Вот в условиях децентрализации, вот вы отметили выше, мы увидели, как действительно укрепились местные власти, а большинство мэров, о которых вы говорили выше, они переизбрались. Вот учитывая это противостояние последнее по поводу пандемии коронавируса, можно ли считать, что местная власть будет кидать вызовы уже центральной власти? Пойдет ли это вообще на пользу нашей стране в дальнейшем? Дивіться, насправді ситуація неоднозначна. Вона неоднозначна, тому що з одного боку, ще раз, ці результати, взагалі на цих виборах ми не можемо сказати, хто переміг, хто програв, тому що ситуація дуже мозаїчна. Ну, ми можемо говорити в цілому, да, про програш «Слуг народу». От, але ситуація мозаїчно залежна від кожного регіону і навіть від окремої громади. І те, що у нас не буде монополії на владу, це добре. До речі, в Україні завжди було так, що Україна така країна, де дуже важко одній політичній силі встановити монополію на владу. Як тільки хтось намагається встановити цю монополію, одразу починається зворотня реакція, і це завершується першим Майданом, другим Майданом. А зараз ми бачимо, що для Зеленського це невдачі на місцевих виборах, тому це добре, що немає монополії на владу. Добре, що у нас децентралізація, яка посилює права місцевих громад, яка збільшує їхні бюджети, збільшує можливості. Але мінусом стає те, що в ряді міст чи навіть регіонів може відбутися своєрідна феодалізація, де якийсь клан може пробувати домінувати в політичному житті. Така загроза теж є. Стосовно мерів, значить, ще раз, є поняття місцевого самоврядування, яке Зеленський не дуже усвідомлював взагалі, що таке. Пам'ятаєте, він намагався звільняти місцевих керівників, оголошувати їх негідниками, розбійниками і так далі. А це не є функція президента. Але з іншого боку, є речі, коли і дійсно на місцях деякі речі, вони їх краще дивитися і розуміти, що з цим робити, ніж центральні влади. І от в період пандемії ці мери дуже користалися. Вони казали, що ні, нам не треба, щоб у нас була там червона зона, ми будемо продовжувати роботу там підприємств, шкіл, садків, тому що ми краще бачимо ситуацію на місцях. Але з іншого боку, знаєте, коли в країні епідемія, і коли відбуваються порушення, а порушення відбуваються масово, причому вони не тільки там в далеких від Києва регіонах, вони і в самому Києві, коли не дотримуються масового режиму
і громадяни, і на якихось підприємствах, а поліція на це заплющує очі. Оце от погано. Оце погано, тому що ситуація з коронавірусом, вона не буде поліпшуватися, вона буде погіршуватися. І нам всім треба тут діяти разом. І центральній владі, і місцеві. Тобто це той випадок, коли центральна влада мала б продемонструвати рішучість, а вона боїться продемонструвати свою рішучість. А після місцевих виборів тем більше. Пане Алексею, вот помимо местных выборов 25 октября, как вам известно, и прошел опрос президента Владимира Зеленского, который он инициировал. Вот в партии «Слуга народа» уже планируют постепенно имплементировать в законодательство результаты всеукраинского опроса, инициированные Зеленским, и хотят начать с сокращения народных депутатов. Об этом заявил Корниенко. Давайте его послушаем. Поступово ми обов'язково так чи інакше дамо хід всім тим питанням, які люди підтримали. Почнемо зі скорочення кількості народних депутатів. Я думаю, що це питання навіть, можливо, на горизонті цієї сесії Верховної Ради, яка буде тривати до лютого. Что думаете? Ведь в офисе президента Зеленского говорили, что никаких юридических последствий опрос нести и иметь не будет. Дійсно, ніяких правових наслідків це не має. Раз. По-друге, давайте не називати це всеукраїнським опитуванням. Це не є всеукраїнське опитування. Це опитування... Мы процитировали партию «Слугу народа», то как они называют. Ну, вони так називають, причому невідомо, що це за опитування. Так? І давайте говорити про те, що насправді в цьому опитуванні взяла участь менше 17% українців. Тобто явка була 37%, а з тих, хто прийшов на місцеві вибори, з них взяла менше половини в цьому так званому опитуванні. Значить, можна дуже легко порахувати, що це менше 17% українців. А з них за питання, запропоновані Зеленським, висловилося ще менше. Значить, це... Хотя в партии показывают совершенно иные цифры. Хто? Хотя в партии «Слуга народа» показывают совершенно иные цифры. Вони вже не показують цих цифр, вони зрозуміли, що є соціологічне опитування, тобто вони назвали, що взяли участь, Корнієнко сказав, до 5 мільйонів, а враховуючи, що у нас в Україні 35 мільйонів, то знову ж таки можна порахувати, що це менше 17%. Але проблема не в тому, а проблема в тому, що це просто була політична маніпуляція. Це не репрезентативне опитування, воно не репрезентативне для всієї України, більше того, воно не репрезентативне навіть для тих, хто прийшов на місцеві вибори. Тому, ще раз, це просто є, це взагалі невідомо, що відбулося. Тобто поставили питання, на які люди не можуть інакше відповісти. Це популістські такі питання. І тому це була маніпуляція. Більше того, це було пряме порушення виборів, тому що це означало втручання президента у виборчий процес раз, тому що він виступив на боці певної політичної сили, він використовував логотипи цієї політичної сили. Далі, а хто фінансував це опитування? А виявляється, «Слуги народу» визнали, що це вони фінансували. Так почекайте, президент проводить опитування, яке фінансують «Слуги народу», і після того вони хочуть сказати, що це не було втручання президента на боці власної політичної сили. Звичайно, це було втручання. Про це вже сказала ОБСЄ. На жаль, в Україні суди, ми знаємо, залежні, бо інакше можна було просто розпочинати відповідні процеси. Тому я думаю так, давайте нам всім треба казати, що на це опитування не можна посилатися, не можна. Якщо партія «Слуга народу» хоче легалізувати канабіс, хай вносять законопроект, це можна обговорювати, і цілком можливо, що його можна прийняти, оскільки це йдеться про медичний захист. Але це так зване опитування зовсім ні до чого.
Чохсагулнс. Дуже дякую вам, Олексій Гарань, политолог, профессор Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева был с нами на прямой связи. А мы переходим к следующей теме. Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что срок в 1 год для завершения войны на Донбассе, который озвучивал президент Владимир Зеленский, следует понимать как срок, отведенный на то, чтобы попытаться реализовать тот сценарий, который был прописан в Минских соглашениях. Я напомню, истекает срок 9 декабря. Вот что сказал Резников. Він сказав, що він бере собі рік і йти за сценарієм, який був написаний до нього. За сценарієм, який був написаний у 2014 році, мається на увазі Мінські угоди, так як вони написані. Так. Він це, по суті, сказав 9 грудня, як я це сприймаю, в Парижі. Тому от 9 грудня мине цей рік, і, відповідно, президент буде приймати рішення. Війна в цьому році не буде завершена, тому що дуже багато часу треба на вивід іноземних військ Російської Федерації. С нами сейчас на прямой связи Дмитро Снегирьов, співголова громадської ініціативи «Права справа», воєнний експерт на прямому зв'язку. Пане Дмитрию, вітаю вас. Добрий вечір. 9 декабря уже истекает срок. Год, как президент Владимир Зеленский обещал закончить войну на востоке Украины, но прошел год, и мы видим, что перемирие даже, о котором говорили, оно не соблюдается, прекращение огня не соблюдается. Ежедневно мы видим обстрелы со стороны российских боевиков. Как вы на это смотрите? Как это воспринимать? Гільсун. Це можна сприймати, власне, як одне з політичних гасел Зеленського, на яких він прийшов до влади. Варто зауважити, що, власне, самі заяви пана Резнікова, вони протирічать одна одній. З одного боку, Резніков говорить про те, що рік даний на те, щоб виконати обіцянки, які, власне, підписала попередня влада. З іншого боку, Резніков говорить про те, що, власне, мінські домовленості виконати на 100% неможливо. А якщо їх неможливо виконати, то для чого вам потрібен рік? Але основне те, що Гюльсум, рік часу спливає, 9 грудня, як ви слушно зауважили, ми будемо вже фактично мати можливість вимагати від президента пояснень, але план Б, це про який говорив Зеленський, досі не проанонсований українському народу. Я так розумію, що дорожні карти врегулювання ситуації на сході України у президента фактично немає. Тобто є набір популістських гасел. 80 днів не стріляють, це вже добре. Але, як я неодноразово підкреслював, припинення вогню не автоматично не означає припинення самої війни. Війна триває. І тут ще є декілька таких моментів, на яких би я хотів акцентувати увагу. Мається на увазі заяви самого пана Резнікова. Наразі він говорить про те, що 10 листопада мають запрацювати 2 КПВВ, про що домовлялася українська сторона, власне, на зустрічі в нормандському форматі, відповідно, під час роботи ТГК. Але разом з тим, якщо пан Резніков, можливо, не в курсі, я хотів би, маючи можливість прямого ефіру, поінформувати відповідне міністерство і відповідно віце-прем'єра з приводу того, що наразі контрольовані території Луганської і Донецької області перебувають в червоній лінії, червоній зоні по, власне, карантинному захворюванню на COVID-19. Тобто ситуація критична. Якщо наразі ви, пане Резніков, наважитеся відкрити 10 листопада 2 КПВВ, які, власне, несуть, крім військової загрози, чи, власне, загрози погіршення епідеміологічної ситуації на контрольованих територіях, ви маєте тоді взяти на себе персональну відповідальність. Пане Дмитро, давайте подключим к нашей беседе сейчас Сергея Гармашева, журналиста и члена трехсторонней контактной группы по Донбассу. Он с нами сейчас на прямой связи. Пане Сергею, витаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, вы слышали заявление Алексея Резникова, который сказал, что тот срок, отведенный президентом Зеленским, направлен на то, чтобы попытаться реализовать тот сценарий, который был прописан в Минских соглашениях. Насколько действительно вообще реальна имплементация этих Минских соглашений? Во-первых, насколько я помню, президент говорил не о том, что он закончит войну, а о том, что он за год примет решение по Минску.
Мгм. И, возможно, он примет решение по Минску, может быть, не радикальное просто, да, то есть не зря он вставил вопрос, ну, или его администрация, его офис, вопрос по Будапешту. Возможно, будут продвигаться какие-то идеи, мы сейчас не знаем, сейчас трудно говорить. Реализация Минска, вот непосредственно, дословно, да, как записано, она уже нереальна. Президент сам об этом постоянно говорил, причем и на нормандской встрече в Париже он говорил о том, что сначала граница, а потом выборы. В Минске записано наоборот. Поэтому как бы есть, конечно, вопросы, на которые нет ответов, которые должны быть разрешены той же нормандской четверкой, наверное, но другого уровня выше нет в данном случае. А, И после этого можно куда-то двигаться. Сейчас вот господин Снегирев говорит, что нет дорожной карты. Как раз вот та сторона предлагает дорожную карту. Но мы не А, можем на нее пойти. Дело даже не в этом, просто ну, не нам ее нужно предлагать, опять же, это уровень нормандской четверки. Мы выполняем задания нормандской четверки. В Минском комплексе мер нет таких словосочетаний, как дорожная карта. Поэтому это другой вопрос. Если нормандская четверка решит, будем обсуждать вопрос, скажем так, переговоров. Но на сегодняшний день, да, мы подходим к тому, что за этот год, скажем так, существенного прорыва в реализации Минских соглашений не случилось. И действительно нужно корректировать либо Минские соглашения, либо нашу политику в отношении этих соглашений, да, и переговорного процесса. Я думаю, что в любом случае президенту придется принимать какое-то решение, может быть, не настолько радикальное, как нам или кому-то хотелось. Пане Дмитрию, действительно, российская сторона настаивает на имплементации сначала политической части Минских соглашений, а украинская сторона говорит, что сначала нужно выполнять безпековую частину. Как быть в этой патовой ситуации? Ваш вариант развития событий? Ви знаєте, пані Іришум, я, власне, пану Сергію хотів би зауважити, що коли пан Резніков говорить про те, що мінські домовленості не можна виконати на 100%, власне, він і говорить про те, що Україна не повинна відмовлятися від реалізації положень Мінських домовленостей. Поясніть мені, як можливо, власне, виконувати Мінські домовленості, якщо їх неможливо виконати абсолютно. Тобто, знов-таки протиріччя в певних заявах відповідно профільного міністра. Це перше. Друге, що стосується порядку виконання, власне, тих пунктів, які закладені в Мінські домовленості. Я неодноразово підкреслював і ще раз підкреслюю, треба підвищувати роль ОБСЄ. Якщо в Мінській домовленості прописано проведення виборів, то відповідно місія ОБСЄ має дати своє заключення, тобто свій вердикт про можливість проведення виборів. І відповідно від цього Україна вже має вибудовувати подальші свої кроки. Все. Якщо місія ОБСЄ наразі і відповідно наші західні партнери говорять про те, що вибори на окупованих територіях неможливі, то відповідно виконання мінських домовленостей неможливо саме в моменті імплементації політичної частини. Натомість Україна замість того, щоб підвищувати місію ОБСЄ і фактично перекладати відповідальність за виконання мінських домовленостей на плечі наших західних партнерів, намагається просто пояснювати, що проведення виборів без контролю над проблемною ділянкою російсько-українського кордону неможливо. Я ще раз підкреслю, дайте можливість зайти в перемовний процес третій стороні, себто місії ОБСЄ і відповідно країнам-гарантам. Вони мають дати свій вердикт щодо проведення чи то не проведення виборів на окупованих територіях на момент перебування російских оккупационных войск. Пане Сергею, давайте дадим возможность ответить пану Сергею. Что думаете относительно миссии ОБСЕ, укрепления их позиций и их вердикта относительно выборов на Донбассе? Насколько это реально и нужно? Ну, если бы ОБСЕ захотела войти в Минский процесс или наши западные партнеры, то я думаю, мы бы не были против. Вопрос, как их заставить, потому что ОБСЕ является посредником в минских переговорах. И они это постоянно подчеркивают. Мониторинговая миссия является мониторинговой миссией, опять же. Она даже отказывается ездить вот на всякие инспектирования, потому что они говорят, мы мониторим. И в нашем мандате нет такого слова, как инспектирование. То же самое касается наших западных партнеров, которые не являются членами трехсторонней контактной группы. Поэтому здесь много вопросов, замечательные идеи, абсолютно, скажем так, с ними согласен. Наверное, их не нужно выносить вот на эфиры публичные. Это, скажем так, профильное, да, профессиональное обсуждение. Но, к сожалению, не все зависит от нас.
Поэтому мы не можем заставить ОБСЕ, как вы говорите, повышать роль ОБСЕ. Для этого нужно, чтобы ОБСЕ захотело повысить свою роль. А оно не хочет. И опять же, ОБСЕ — это сколько там, около 60 государств, 57, насколько я помню, да, и среди которых Россия. И все решения принимаются консенсусно. Поэтому, что бы мы ни приняли и не предложили ОБСЕ, решение будет приниматься с участием России. И этот вопрос нужно учитывать. Россия, естественно, не поддерживает. Пане Дмитрию, мы, к сожалению, вас очень плохо слышим. Пане Дмитрию, я попрошу наших звукорежиссеров сейчас наладить связь. Я хотів би, власне, наголосити на тому, пане Сергію, що, власне, від позиції ОБСЄ залежить визнання правомочності проведення чи то визнання результатів виборів на окупованих територіях. То ОБСЄ вже є гравцем, ми їх не стягуємо. Це прописано в Мінській домовленості. Але разом з тим ми можемо наполягати на тому, що, власне, в місії ОБСЄ щодо ведення виборів є 13 обов'язкових пунктів. Якщо хоча б пункт не виконується, тоді вибори неможливі. Ми їх не повинні вивчити. Очень плохая, к сожалению, связь с Дмитрием Снегиревым. Попробуйте, пожалуйста, прошу нашу техническую службу наладить связь, возможно, перенабрать, чтобы мы вас лучше слышали. Пане Сергею, вот относительно заявления Алексея Резникова, обещаний Зеленского, Минские соглашения, вот как вы думаете, как в дальнейшем, какое решение может принимать уже Владимир Зеленский после 9 декабря? Возможно, это будут какие-то непопулярные решения в виде заморозки конфликта на определенный срок или что-то иное? Ну, знаете, заморозка конфликта, возможно, тоже не в одностороннем порядке. То есть нужно, чтобы обе стороны были согласны на такую заморозку. Опять же, вот я после Карабахского, да, вот сейчас, скажем так, инцидента, или это уже война фактически, я как бы стараюсь избегать слова «замороженный конфликт». Есть отложенные конфликты. Вот Карабах показал, что конфликт отложили просто, да, на следующее поколение, но его не заморозили. Наш конфликт невозможно просто заморозить, скажем так. Тем более, что Россия видит заморозку конфликта по-своему, а мы по-своему. И мы не согласимся на заморозку конфликта по сценарию России. Это однозначно, потому что это вредит Украине. Поэтому какое будет принято решение президентом, я не знаю. Я думаю, что все-таки он будет настаивать на очередной нормандской встрече, для того, чтобы там озвучить какие-то свои заявления по этому поводу. Но я думаю, что в любом случае от Минска Украина не откажется, потому что без поддержки наших западных партнеров Германии и Франции мы один на один с Россией не можем себе позволить остаться, мы слишком слабая сторона. А западные партнеры не поддерживают вариантов ни в каком виде отказа от Минских соглашений. Другое дело, что возможно какая-то поиск каких-то параллельных площадок действительно, на которых, может быть, появятся действительно Соединенные Штаты, опять же, если они захотят, а это не факт. Великобритания. Ну, то есть нужно еще найти формат вот для такого более высокого политического уровня. А Минск в любом случае нужно сохранять как логистическую площадку, потому что именно в Минске решаются вопросы открытия КПВВ, да, что там еще, водоснабжения, электроснабжения, оплаты за эти дела. Да. Вот тушили пожары, гасили, опять же, по согласованию в любом случае, потому что прифронтовая зона. То есть Минск как логистическая площадка нужен. Вот то, что он буксует на политическом уровне, это факт действительно, и здесь уже нужно будет принимать решение либо другой уровень, либо, может быть, Минск как-то стимулировать все-таки к этому. Но я могу сказать, что пока Россия не заинтересована в решении конфликта, она сейчас, я говорю как участник процесса изнутри, мое субъективное мнение, не заинтересована, она придумывает постоянно какие-то уловки, чтобы затянуть время, вот, заблокировать переговорный процесс. Вот до тех пор, скажем так, каких-то конкретных шагов по решению проблемы не будет просто. Дуже дякую. Чохсагунус Сергей Гармаш, представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске. Журналист был с нами на прямой связи. Мы наладили связь с Дмитрием Снегиревым. Давайте его подключим к нашему эфиру. Пане Дмитрию, чуєте нас? Так, чую прекрасно.
Ну вот относительно перспектив, как вы думаете, какое может принять решение президент Владимир Зеленский после 9 декабря, как истечет срок с того момента, как он говорил о завершении войны, о реализации Минских соглашений? Пане Дмитрию, что это? Мгм. К сожалению, у нас снова технические неполадки с Дмитрием Снегиревым. Попробуйте перенабрать его еще раз. А тем временем хочу отметить, что 26 октября российские оккупанты снова трижды нарушили режим прекращения огня. В то же время специальная мониторинговая миссия ОБСЕ вчера до 25 октября зафиксировала 48 нарушений режима прекращения огня, в том числе 38 в Донецкой области и 10 на Луганщине. Также за предыдущий отчетный период миссия не зарегистрировала ни одного нарушения ни в Донецкой, ни в Луганских областях. Давайте послушаем, что сегодня сказали в штабе ООС. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, керівництво російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях за вказівкою російських кураторів здійснює інспекцію стану розбудови полігонної інфраструктури. Першочергова увага приділяється стану обладнання пунктів управління, казарменного фонду, захисних фортифікаційних споруд від високоточної зброї та маскування від засобів космічної та повітряної розвідки для озброєння та військової техніки. Ну, а мы переходим к следующей теме, к Беларуси. Там, как известно, уже второй день забастовок не начались позавчера, протестуют студенты. Ночью, как известно, в воскресенье истек срок ультиматума, который оппозиционер Светлана Тихановская выдвинула самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. На Минском тракторном заводе уже рабочие ходят колоннами по цехам, собирают людей на забастовки. Администрация распоряжается закрывать цеха перед колонной. Я напомню, Тихановская выдвинула 3 условия Александру Лукашенко. Первое, Лукашенко должен объявить об уходе. Второе, насилие на улицах должно остановиться полностью, и все политические заключенные должны быть освобождены. Сегодня самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что против страны ведут уже не только информационную войну, но и террористическую. Так он отреагировал на массовые забастовки, остановившие Беларусь. Участие в них принимают люди, которые не согласны с политикой Лукашенко, как известно. Давайте послушаем Александра Лукашенко. Ну як можна оцінювати те, що вже вийшли на залізницю і починають блокувати автоматику, здійснювати замикання рейок? Це може привести до серйозних аварій на залізниці, катастроф і загибелі безлічі людей. Це дії організованих злочинних груп з ознаками тероризму. Ми починаємо стикатися з терористичними погрозами. Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская обратилась к людям, которые поддержали забастовку в стране, и заявила, что власть Александра Лукашенко ответит репрессиями. Вот что она сказала. Ця сила солідарності злякала режим. Він знову використовує репресії, тому що більше ні на що не здатний. На вас вже намагаються тиснути і звільняти. Вони думають, що так повернуть вас до роботи і знову зможуть жити за ваш рахунок. Але сьогодні у нас все вийшло, тому що кожен з вас проявив героїзм заради друга, колеги і земляка. Цехи заводів не запрацювали, щоб могла спрацювати ланцюгова реакція солідарності. Її вже не підірвати, не затримати і не вбити. Сьогодні був важливий день. І я вірю, що це був лише початок. Мы присоединяем к нашему эфиру Юрия Губаревича, белорусского политического и гражданского деятеля, руководителя движения «За свободу» из Минска. Пане Юрию, витаю вас. Добрый вечер. Для начала мне бы хотелось понять, насколько удалась общая забастовка. В принципе, те цели, которые были поставлены, они по большому счету достигнуты, а именно активизация протестов. Это и самая массовая, наверное, за последние 1,5 месяца акция «Выход на улицу в воскресенье», и также большое количество людей, которые откликнулись на призыв о забастовке. Она носила различные формы. Не работали частные предприятия, которым, наверное, немножко проще было закрыть свои двери. Также ряд крупных государственных предприятий испытывал сложности с запуском производства, так как рабочие отказывались выходить к станкам и вместо этого проводили встречи в цехах. Ну и в целом по всей стране почувствовалось новое движение, обновление вот этого движения протеста, так как люди поняли, что дальше, наверное,
тянуть нет смысла, нужно просто усилить свои требования. Ну вот мне с Киева хотелось бы понять масштабы этой забастовки, как много предприятий прекратили свою деятельность на какое-то количество времени. Это довольно серьезные масштабы или какое-то ограниченное количество? Наверное, если говорить про в целом предприятия, которые не работали, то тут это больше касается именно частного сектора экономики. А государственные — это тут разве что единицы, это Минск, это Гродно, где по сегодняшний день испытывают сложности с производством на Гродно-Азоте. А в целом, наверное, мы не будем говорить про то, что был полнейший коллапс в работе предприятий. Часть из них работала, но опять-таки это разные сферы. Те же образовательная сфера, университеты, как в большинстве своем студенты и даже преподаватели присоединились к забастовке и по сегодняшний день также продолжают бастовать. Насколько вот рабочие частных предприятий, о которых вы говорите, могут долго не ходить на работу и тем самым парализовав работу этих структур? Вот насколько долго это может затянуться? Тяжело делать какие-то прогнозы, наверное, в каждом случае это будет индивидуально и, может быть, в каком-то степени эстафетно. То есть если ряд предприятий, которые бастовали, не работали вот в начале недели, и потом все-таки примут решение о продолжении работы, то эта эстафета передастся к другим, которые еще раздумывали, но сейчас уже созрели к принятию решения о остановке производства. Наверное, не стоит говорить о каком-то общем коллапсе, но, тем не менее, это оказало существенное влияние на настроение в обществе, так как до этого Александр Лукашенко твердил прежде всего себе и своим сторонникам о том, что он взял ситуацию под контроль и буквально уже к прошлым выходным остановит все возможные протесты, вернет все в прежнее русло, и это не произошло. Вот это то, что он не способен отвечать за свои слова и контролировать ситуацию в стране, это достаточно мощный стимул для продолжения протеста. Ну а тогда в чем смысл забастовок, которые обвинили, если мы не видим каких-либо серьезных экономических ущербов сегодняшнему белорусскому руководству? Может, как вы считаете, в какой-то ближайшей перспективе мы увидим более серьезные забастовки от представителей реальных госструктур, которые бы могли повлечь за собой довольно серьезные экономические последствия? Смысл не в том, чтобы нанести экономический ущерб или там делать какие-то диверсии, в чем Александр Лукашенко обвиняет своих противников, а в том, чтобы показать, что сопротивление не заглохло, что оно остается на достаточно высоком уровне и по-прежнему управлять страной у Александра Лукашенко не получится. Да, Это сигнал к его ближайшему а что это окружению. дает по итогу, извините, Юрий, да, что это дает, вот эта демонстрация? К его ближайшему окружению, что нужно искать пути выхода из ситуации, потому что так долго страна не может находиться в таком напряженном состоянии, потому что экономика не будет развиваться, внутренних резервов для этого нет. Сейчас более 2000 представителей IT-отрасли выехали из Беларуси. Это те, которые приносили основные инвестиции и идеи в нашу экономику. Значит, сегодня Александр Лукашенко распорядился об увольнении преподавателей, исключении студентов из вузов. То есть это тупиковый путь. И прежде всего должен быть в ближайшем окружении Лукашенко. У нас, кстати, есть эта цитата Александра Лукашенко, который призвал отчислять студентов, которые выходят на протест в стране. Вот что он сказал, давайте его послушаем. Прийшли вчитися? Вчіться. Хто хоче, той нехай вчиться. Хто вийшов в порушення закону на несанкціоновані акції, він позбавляється права бути студентом. Будь ласка, відправте їх, як я говорив, кого в армію, а кого на вулицю. Но Лукашенко, выступая, выглядел вполне себе уверенно и вот говорил такие вещи, как «загоним под плинтус» в отношении студентов. Вот мы сейчас услышали, он говорит, кого в армию, кого на улице. Ну, то есть риторика такая агрессивная и жесткая. Он напрямую говорит людям, которые не хотят в нем видеть лидера, не хотят в нем видеть президента Беларуси, что их ждет серьезный ответ от силовых структур. Вот насколько это запугивание дает плоды? Вот этот так называемый смелый человек при этом боится высунуть нос из своей резиденции. Он даже не смог собрать митинг своих сторонников, запланированных на прошлые выходные, так как
люди или отказывались ехать, или если приехали из регионов, то абсолютно с иными лозунгами, не лицеприятными для этой власти. Этот человек окружен силовиками, которые боятся показать лица, в том числе и в судебных протестах. Они свидетельствуют анонимно избивают жителей Беларуси. Ну, разве это говорит про какую-то силу и контроль над ситуацией? Опять-таки, вот то состояние, в котором находится Беларусь, даже без вот этой экономической большой забастовки, оно приводит к падению тех же инвестиционных рейтингов. Никто сюда не будет вкладывать деньги, которые, несомненно, нужны режиму Лукашенко, внешнее заимствование, так как внутренних ресурсов нет, когда страна находится в таком подвешенном состоянии. Это все тоже работает на изменение режима. Наверное, это вопрос не одного дней, но опять-таки тенденции идут к тому, что режим не удержится в Беларуси. Но мы видим такую патовую ситуацию, когда, вот вы говорите, Александр Лукашенко боится, сидит в своей резиденции, но тем временем он не собирается уходить, не собирается писать заявление об отставке. С другой стороны, мы видим, как силовые структуры все еще находятся на его стороне, и на улицах продолжаются протестные акции. Люди выходят на улицы уже на протяжении 3 месяцев, однако это никак не влияет на Александра Лукашенко. Он не выходит, ничего не говорит и не уходит в отставку. Как дальше будут развиваться события, как долго еще будут продолжаться протестные акции, на что вы рассчитываете в будущем? Я бы не согласился с тем, что это никак не влияет. Если человек 26 лет отстраивал эту систему, которая позволяла контролировать любую сферу общественной жизни, и в том числе и политической жизни, теперь эта система просто рушится на глазах. Конечно, это будет не очень быстрый протест, так как создавалась она не в течение одного политического сезона, а целая четверть столетия на это ушло. Но, тем не менее, процесс уже обозначен. И я считаю, что завершится это все уходом Александра Лукашенко, или это будет персональное решение, или оно будет продиктовано в Кремле, которому такой союзник тоже становится обременителен, или это продиктует его ближайшее окружение и элиты, которые будут бояться потерять свои капиталы больше, чем получать угрозы от Александра Лукашенко. Но, тем не менее, этот процесс произойдет. Но мы ведь видим, как Александр Лукашенко заручается поддержкой Владимира Путина. Что будет, если Россия будет вкладываться в эти капиталы, да, выкупать предприятия? Что дальше будет с протестом? Как будут действовать? Как раз таки я думаю, что Россия не стремится вкладывать, потому что уже 3 месяца ситуация такая, какая есть. И для них это тоже понимание, что получать какие-то гарантии или заключать сделки с сегодняшним человеком, который занимает пост президента, это бессмысленно, так как никаких гарантий у таких подобных сделок не будет. Они выжидают, но, наверное, не желали бы, чтобы ситуация разрешилась силами самого народа Беларуси, так как это был бы не совсем для них позитивный пример решения внутренних, в том числе и российских проблем, не позитивных ни для власти России. Поэтому выжидают ситуацию, но не стремятся инвестировать в Александра Лукашенко. Кредит, полученный несколько недель назад, целиком и полностью был отправлен обратно в Россию в счет погашения предыдущих долгов. Он не дал какого-то развития для белорусской экономики. Спасибо вам большое, дуже дякую. Юрий Губаревич был с нами на прямой связи, белорусский политический и гражданский деятель, руководитель движения «За свободу». Ну а мы переходим к следующей теме, к Нагорному Карабаху. Там продолжаются бои между Арменией и Азербайджаном. Ситуация ухудшается. Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении армянской дивизии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны. Сообщается, что уничтожен передовой пункт управления 18-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил Армении. Среди убитых начальник штаба дивизии полковник Сергей Шикарян. Азербайджанская сторона также заявила об обстрелах со стороны Армении. Боевые операции продолжались в основном на Хаджавенском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянскому телеканалу заявил, что азербайджанские военные будут адекватно реагировать на нарушение договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе с армянской стороны. Все будет зависеть от того, как поведет себя Армения, потому что первые 2 режима прекращения огня были нарушены Арменией. Конец цитаты, об этом заявил Ильхам Алиев.
Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между Арменией и Азербайджаном на Горном Карабахе сохраняется, хотя со стороны две стороны сразу обвинили друг друга в его нарушении. Вот премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что усилия Соединенных Штатов Америки по установлению режима перемирия в Нагорном Карабахе потерпели неудачу. Об этом он написал на своей странице Twitter. Подробнее его послушаем. Хочу заявити, що зусилля міжнародного співтовариства на цей раз за посередництва США по встановленню режиму перемир'я зазнали невдачі. І як наслідок сьогодні в результаті триваючих обстрілів з боку Збройних сил Азербайджану загинули і отримали поранення мирні жителі. Тем временем в своем интервью сегодня Ильхам Алиев заявил, что турецкие истребители F-16, которые остаются на территории Азербайджана, могут быть использованы в случае военной агрессии. Об этом в обращении народу Азербайджана заявил Ильхам Алиев. Вот что он сказал. Мене запитують, що ви робите з турецькими F-16? Я втомився відповідати. Ідіть, у вас є супутник. Хіба ви не бачите, що відбувається? Ідіть і подивіться. F-16 знаходиться в повітрі або на землі. Наші турецькі брати залишили їх, щоб надати нам моральну підтримку. Також, якщо буде агресія ззовні, вони побачать ці F-16. Що ж, на аеродромі залишилося всього 5-6 літаків. Также Ильхам Алиев сказал, что с российской военной базы в Гюмри для вооруженных сил Армении отправляются боеприпасы. Ми ж не говоримо кожен день про те, скільки зброї поставляється з Росії до Вірменії. Ми ж не говоримо, скільки російських Міг-29, Су-30 знаходиться на території Вірменії. Ми ж не говоримо про те, що 5 тисяч російських військовослужбовців розташовані на базі в Вірменії в Гюмрі. І за нашими даними, звідти періодично йдуть поставки вірменським збройним силам. І це факти, на відміну від того, що говориться про нас. Бурза Алиев с нами сейчас на прямой связи, экс-заступник министра палива и энергетики Украины. Бурзбей, салям алейкум. Алейкум ассалам. Какие ваши последние данные, насколько интенсивно сегодня идут бои за Нагорный Карабах? Вот пока я готовился к эфиру, пришло уже сообщение, что Армения очередной раз, нарушая договоренность о прекращении огня, ударила ракетными установкой «Смерч», это кассетными снарядами, ударили по городу Берде. 4 человека погибло, больше 13 ранений. Это уже 3-й раз они, воспользовавшись тем, что 2 раза в Москве договорились о перемирии, а последний раз в Вашингтоне. И как раз вот все эти 3 раза они ударили ракетными комплексами, 2 раза по Гянджи, а сегодня уже по Барде они стреляли. То есть речь идет о том, что там собрались, можно сказать, что со всего мира. Они на весь мир кричат, что там Турция поставляет туда каких-то боевиков там, и так далее, и так далее. Но на самом деле это все наоборот. Там, по моим данным, сегодня уже в Фейсбуке я видел эту информацию, находится даже известный нам, украинским зрителям, Самвел Мартоян. Он в Крыму известен как Самвел Мардаян. Руководил 4-й ротой, так называемой самообороны Крыма. Да, и он захватывал аэропорт в Симферополе. И также он подозревается, и есть все основания полагать, что он непосредственно участвовал в смерти известного крымского активиста Ришата Аметова. Угу. Да. Вот вы представьте себе, со всего мира собираются туда террористы. Там участвует ПКК, это курдская террористическая организация, Асала и так далее, и так далее. И Азербайджан, на самом деле, на сегодняшний день азербайджанская армия воюет против средневекового варвара. Они на поле боя ничего не могут противопоставлять азербайджанской армии. Таким образом, они стреляют по мирным жителям. С той стороны, чтобы вы имели полное представление, вот телезрители, с той стороны, так называемой Нагорно-Карабахской республики,
самые лучшие времена жило около 140 тысяч, 130-140 тысяч человек. И из них азербайджанское население уехало около 100 тысяч человек. И это 100 тысяч человек, как только вот начались сейчас, вот с 27 сентября началось, сегодня уже месяц, как началась отечественная война для азербайджанцев. Как началось военные действия, все гражданское население уехали в Ереван. На той стороне практически нет мирных населений. Те районы, 7 районов, которые вокруг Нагорного Карабаха, они пустуют. На сегодняшний день освобождены 4 районных центра. Это 4 города. Больше 165 сел и 3 поселка. Попрошу наших режиссеров сейчас вывести карту на экран. Это последняя карта с освобожденными селами и районами в Нагорном Карабахе, если можно держать в поле окне, пока мы будем вести беседу. Да, Брузбе, я слушаю вас. Вот на этих местах, где мы освободили, это руины, понимаете, они за 30 лет ничего не создали там. Они только строили там защитные сооружения и так далее, и занимались просто варварством. Крыши снимали, кирпичи уносили, леса там вырубали, выносили и так далее, и так далее. Ничего не создавали, кирпич на кирпича. Вот не знаете, положили. у меня возникает вопрос. Вот вы говорили про третье перемирие, которое уже нарушается. Взаимно стороны обмениваются обвинениями, что та или иная сторона нарушила это перемирие. Мы видим, как Азербайджану сейчас пытаются навязать перемирие на своих условиях Европа, Российская Федерация, это те же Соединенные Штаты Америки. И у меня возникает вопрос. Вот учитывая то, как продвигается вперед азербайджанская армия, если можно так сказать, успешно освобождая села и районы, нужно ли это перемирие? На самом деле мы с самого начала заявляли, что мы не сторонники войны. Азербайджан в лице президента четко заявил, что мы можем прекратить в любое время войну, если Армения будет выполнять 4 резолюции Совета Безопасности ООН. Эти резолюции приняты в 1993 году. Во всех этих резолюциях четко написано, что с территории Азербайджана, в том числе Нагорный Карабах, это признанные территории Азербайджана, и 7 районов должны вывести зарубежные воинские контингенты, если дословно. А Армения дурачка прикидывается, ну, вроде премьер-министр, дурачка прикидывается, говорит, там же не написано, что армянские вооруженные силы должны выйти. Вы понимаете, с кем мы имеем дело? И вот так оно продолжается. Но тем временем Никол Пашинян сегодня заявил, что каждый армянин должен встать и пойти в военный комиссариат. Вот что он сказал, давайте его послушаем. Щоб у нас була можливість йти на взаємні поступки зараз, ми повинні вистояти, тому що Азербайджан згоден лише на капітуляцію Карабаху. Так буде важко, але для цього кожен з нас повинен розуміти, що за нас ніхто цю проблему не вирішить. Якщо ми вистоїмо, ми зможемо вибудувати з Азербайджаном конструктивний діалог. Якщо не вистоїмо, значить і бігти нам буде нікуди. Це найголовніше. По суті, ми стоїмо на рубежі наших інтересів. Мы видим сейчас, как Российская Федерация открыто не вмешивается в конфликт на стороне Армении. Вот учитывая заявление сейчас Никола Пашиняна, можно ли сделать вывод, что Пашинян остался 1 на 1 с Азербайджаном? Нет, естественно. Я вот по поводу России я не согласен. Россия, конечно, вынужден официально заявлять, что да, они не вмешиваются. Но Путин после того, как он сделал заявление, что и Азербайджан, и Армения наши соседи, мы не хотим вмешиваться, тем не менее, не может быть, если дословно там он как-то выразился, что так долго не может быть оккупации азербайджанских земель. Да, мы должны... так не может продолжаться вечно, сказал Путин. Совершенно верно. Вот несмотря на это, буквально следующий же день Россия вместе с Францией в Совете Безопасности хотели провести решение, которые против Азербайджана. Не с учетом вот тех 4 резолюций, где четко написано, что азербайджанская территориальная целостность должна возобновляться. Они пытались это из-под тишка провести, но азербайджанская дипломатия
с помощью, естественно, дружеских нам стран не дали возможность провести это решение. Это раз. Во-вторых, вот вчера президент Азербайджана дал интервью итальянской... Да. И он там четко список тех военных машин, танков, систем и так далее. Он это все перечислил. Посчитали, что 2,7 миллиарда долларов уничтожена военная техника Армении. Сама Армения, ну это же есть факты, военный бюджет Армении 625 миллионов. И возникает вопрос, откуда это вооружение у них? Ну, понятно. Это все российское оружие, и кроме России там есть еще Иран. Кстати, вот очень интересный момент получился, когда Помпео задавал вопрос. То есть армяне, как всегда, министр иностранных дел Армении плакал, что вот нас, христиан, убивают там, и так далее, и так далее. Это как бы межрелигиозный конфликт. На что, вообще, насколько это приемлемо в межправительственных, межгосударственных вообще коммуникациях? Вот это что, получается, скатываемся в средневековье? Он хочет объявить о крестовом походе каком-то или что это? В том-то и дело, что это смешно. На что американский госсекретарь сказал: очень интересно вы факты излагаете. Как это? Азербайджан поддерживает Израиль, Грузия, а вас поддерживает Иран. Где тут религиозный подтекст? После этого он просто молчал. Вот буквально 30 секунд до завершения нашего эфира. Ваш прогноз, как дальше будут развиваться события? Вот если такими темпами будет продолжаться, можно ли говорить о том, что в ближайшей перспективе Азербайджану удастся полностью деоккупировать свои территории? В этом у меня сомнений нет. Там есть Лачинский коридор, который соединяет Армению и Нагорный Карабах. Сейчас азербайджанская армия подтягивается после взятия Кубатлы, подтягивается туда. Как только возьмут этот коридор, война заканчивается. Это раз. А во-вторых, мой прогноз, опять же, я повторяю, в Армении это трудолюбивый народ, это там тоже есть и интеллигенция, нормальные, вменяемые люди. Я думаю, что в ближайшее время армянский народ скинет этого поставленника, не знаю, там, улицы, и будет нормальный, прагматичный человек, с которым можно будет договариваться и жить мирно. Çok sağ olun. Стешакурлєр Бурзуалієв, заступник міністра палива та енергетики України у 2008 та 2010 роках, був з нами на прямому зв'язку. Но я, к сожалению, прерываю наш эфир ненадолго, всего лишь на 5 минут. Далее в этой студии мы продолжим обсуждать самые насущные вопросы, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма на крымско-татарском языке с председателем Меджлиса крымстарского народа Рифатом Чубаровым. Не пропустите. Коршкенч.